Я Давлатов Бекмурод Идбекович. Являюсь гражданином Российской Федерации. Родился в Таджикистане. Вот недавно я, вот мой друг, еще с нами было еще одного молодой и еще пожилой человек. Недавно, какое число? Недавно, 20 число. 20.02 да, февраля. В феврале, да. Около 10 часов нас задержали. Где? Ну, остановили ваши документы? Остановили, да, у метро Правежинский, около памятника. И спрашивали документы. Мне давали документы, они посмотрели. Забрали, сказали, пойдемте в отделение, мы вас проверим и отдадим документы. И нас забрали туда в машину, в отделение, проверили, все, обыскали. И потом позвали уголовникам. Уголовникам позвали, им нас отдавали, они забрали нас на 3-м этаже, и там опять обыскали, все там вытащили, телефоны, деньги, все, что было у нас. И сказали, что вы тут занимаетесь, подделываем документы. А мне сказали им, что у нас такого, не занимайтесь такого более подобного. И они сказали, что мы вам докажем то, что вы этого делаете. Говорили, что тут раньше узбеки занимали, а мы их выгонили и вас на замену сюда поставили. А мне сказали, давай докажите нас. У нас нету такого доказательства, не нашли. Ну они начали сбивать нас. И сбили нас. Мне сбили, вот его сбили, молодого человека сбили, пожилого мужчину сбили, он сознание потерял. Гражданские формы, да, гражданские формы были. Одного, точно я помню, звали его Сережа, который молодой был, Сережа. Потом этот, второй, по-моему, это назвали ему Андрей, да. Он и нас очень много сбил, я вас оскорблял. И потом он сказал, что 30 тысяч нам даете, мы вас отпустим. Я сказал, за что? Ну, даете, не даете, будем дальше бить. Вот к вам обращение. Потом обратились вы в медицинское учреждение, сказали, что вас сбили сотрудники полиции, они отказали вам справку. Да, сказали, мы так не можем. من در دکمت نرمانی سود بودم و گفتن که خدک عدل بریم پراکم میکنیم دستتون بتیم سر میتیم گفتن که مالی راستین دارم ما سولای ما جا بردن دکمت پراکم گفتن که جدت کنیم گفتیم خلاص شد هم اچه استونکا بردیم اکیسا بردیم هم اچه گفتم خیلی گفتن که با 15-20 میلیون جدت میکنیم بالا 3 متر میبرستیم اونجا با پراکم میکنم خب اونجا شدیم 3 متر بردم اونجا 1-2 ساعت از ساعت هم 11 تو هم ساعت 3 شدیم اونجا بالا بعد گالونی که جوز دادن یک مرد که دوست بالا اومدن یکم این آدم انداختن که واپروس کنیم ما فقط تومات کردن شما کارشی چی میکنیم تو رئیسات فرشی پاتین کردن میفرستون کردن ما گفتیم که خیلی کار نمیکنیم ما دیگه چیز زمین نسا میکنیم شما خالتور میزنیم روی مترو ما جوز دادن ما میریم خالتور میکنیم باور نکردن стройка, мисол, где ручки мерим, кормим. Фарнада какой метро, мерим, кормим. Да. Бад гуфтан ки як кас медоритон вопрос мекунем. Хай дарвар якин одама як ним соат гум шид. Ин одам ахир маълуме ки задеста. Муҷе мо шинитим ки задеста. Баш иззат кардим баъд як аму марда ки калонсола анохтан ки санки вафкан шумо аида калони шумо вай. начальник. Вай гуфтан ки ман не хай дурун дарем вай марда хеле назада. Вай марда ки 18 сола буд. қатимо буд. Сем ошад вай анохтан. Баъд очрат ман омад, ман анохтан аму адавзан хидар будан шаташ қатиза. Тай хафон. Баъд ям телефон шуд. Амаким занда телефон кард. Безу кардам телефона гирифт, ҳамаш чи утарид кард. Телефони мирам гирифтам, ҳамаш чи удаи кардам сурату прату чип дайша. Ҷибакум ҳамаш чи бардам, во кофтам. Во як ду мушти дига задам. Қашатош задам. Баъд истодам фикр кардам ки яка чикор мекунем. Гуфтам ки хай барагон 15-20 минута гуфт. چیزی هم میگه شما برای اونجا بگو کامera بگو با ادگاسا و شما вопрос میکنم گفتیم вали доказать کنیم که ما چیکار میکنیم. Почему я говорю, давайте будем говорить на русском, потому что сотрудники полиции
вышестоящие верха, генералы там смотрят наше видео, или у нас будут требовать на это видео. Почему так чика постоянно бьют? На улице бьет там работодатель, на вокзале бьет там, значит, ЧОП, частная охрана, значит, собственно, государство там тоже, если что начинаешь говорить, тоже бьют. В России там, значит, сотрудник полиции может спокойно вас бить. Почему так бьют нас? Ну, они как бы ненавидят нас. Вот я так понимаю. Ну, если В коридоре я спрашиваю, командир, у меня 7 болеет, мне надо деньги отправить. Давай проверяйте, у меня документы, все, у меня гражданство Российской Федерации. Проверяйте у меня, отпустите меня, мне надо деньги переводить. Ребенок болеет у меня. Он говорит, мне пофиг. Мне пофиг, говорит. Подожди, сколько надо будет, подождешь. Я не знаю, что за государство. Даже гражданином получили, и хуже стало. У меня 27 тысяч, у одного 7 тысяч. Я так понял, что вас избивали сотрудники полиции Преображенского района по городу Москвы, правда? Да, после как их глава пришел, сказал, что кто они, а эти уголовники сказали, мы их задержали там. Говорит, они судимы, они сказали, что нет, не судимы. И сказал, что отпустите их. Они потом дверь закрыли. Когда поступил звонок, да. после того, когда вы обратились. Ну, Вначале слишком видел. поздно это обратились. было. Это поздно было уже. Это ближе вечером было. Обратились, Да. да. Надо было сразу приходить. Я тогда в тот день сказал, надо сразу приходить сюда. И опять дверь закрыли, они начали опять бить нас. И сказали, что сейчас вот вечером будет, все работники уходят, и мы будем А продолжать. в посольство не звонили в консульство Таджикистана? Звонили. Телефон, помнишь посольство? Какой номер звонил? По-моему, последний 03 был. Это наш номер телефона. Да. Вы звонили Карамату Шарипову. Правильно. Ага. Вы просто перепутали посольство, думаете, диаспора Таджикистана это есть посольство, правильно? Да. А так в телефоне посольства не знаете? 8495 690 1447. Не. Там дежурный сидит. Варак Телефон манайстан ки написано. якум телефон қати ядгишкати найстан ан химеша вайштан ки не бо найстан 30000 вай фи розжиба дамон варак манай 30000 вардан мондан баш ёш баша ҳажасора гуфтан ки вай и чанс май 300000 гуфт вай не гуфт 3000 российские рубли. Сотрудники полиции, когда вас хотели, значит, вам предлагали заплатить деньги за ваше освобождение, прямо на бумажке написали, чтобы якобы где-то запись. Потому что у них внутри стоит камера. Могли записать, чтобы начальник не знал, поэтому на бумажке написали, значит, 30 тысяч за освобождение вас 4. Да. Получать за каждого человека практически по 7,5. Писали бумагу, около нас поставили, сказали, вот эту сумму будете давать, мы вас отпустим. Я сказал, на каком основании эти деньги? Откуда найти такое деньги? Он говорит, нас без разницы, нам пофигу. Говорит, все. Через минуту это повышается. Деньги заплатили? А сначала мы отказали, сказали, что у нас никакого вина нету, за что. Потом опять начали сбить. Сбили еще, потом молодой человек, который 18 лет ему. Он сказал, что брат, я не могу уже, я не терплю больше. У меня все болит уже, я не могу. И дед тоже сказал, что я не могу уже, давай как-нибудь договоритесь, освободимся отцу. У молодого здесь, у деда Акимбой, да, Акимбой, да. Он сказал, тоже я не могу держаться, он тоже, я тоже. И через что нас сбили, мы решили договориться, они сказали, что вот 30 тысяч, мы сначала отказали, потом стали, давай 5 тысяч, нет, сказали 25 тысяч, 5 тысяч скидка, вот 25 тысяч отдаете, мы вас отпустим, если нет, будем дальше бить до утра, а потом даже мы можем, чтобы вас поставить, порошоком бросить в ваши карманы и фейсбечник позвать, фейсбечником позвать, и вам будет плохо. Пол шестого нас сбили, ну где-то по 20 минут шестого был. Потом мы договорились между с нами и сказали, вот давай будем 20 тысяч отдавать. Они написали на бумажку, потом 20 тысяч, по 5 тысяч купюр ставили. Он сказал, сюда не надо, в книжку. А как 20 тысяч, у вас 4 человека? Сейчас 20 тысяч? По 5. По 5 тысяч, да, по 5 тысяч с каждого. Потом поставили 20 тысяч, он сказал не сюда. Книжку положили, книжку забрали они, сказали все. Сотрудники полиции вымогали у вас денег?
Да. Путем, значит, вы знаете, вас начали бить, избивать, дальше, значит, если не дадут деньги, значит, были простые сотрудники полиции, значит, Преображенского, пытались, потому что, значит, если вы не согласны, значит, вам подбросим наркотики. Наркотики, да. Делается, на самом деле. Большинство таджиков находятся в тюрьме, не виноваты. Я об этом знаю. Я вот по всем этим заявлениям, да, знаю, что их очень много в тюрьме сидят, они сидят. Дальше что делать, скажите, дальше? Вот ваше заявление, вот это ваше тоже заявление. Да, вот там мы заявляемся, чтобы, как граждан Таджикистана, вас на суд вызовут, вы должны показать каждому сотруднику. Вы готовы? конечно, Да, конечно. конечно. И те двое, которые вас, значит, до конца будут Да, идти, значит, да. за честь, достоинство таджика. Таджика, конечно. Под чем-то. Бачите, там так. Да. Шанта какие? Не, как ему сейчас задам. И потом ему, когда мы деньги не давали, они взяли карандаш вот так, и ему руку вот так поставили, вот сюда прямо. Этот был, да? Да, да. И поставили сюда, вот так зажимали, сказали, будешь давать или нет. Оба они вот так сделали, вот перевернули вот так. Ему Это тоже метод, который сотрудники полиции использовали, да? Это уголовник, который гражданский. Уголовный, значит, Да. да, в гражданской форме, Гражданской значит, форме. Да. уголовный рост по Могу, Преображенскому. которые в форме были, их могу показать, и которые гражданские, тоже могу показать. И вот так. Сделал ему, тоже плохо стал. Сказал, что я брать не могу теперь уже. Давай как-нибудь решаем, а то он меня убьет. Который, у него был пистолет, в кармашке пистолет. Он достал. Прямо у молодого человека, который самый младший был. У кого? У кого пистолетом дули, пистолет на кого показывал? Да, На 18 лет. который 18 лет. Как зовут его? Азиз. Азиз. Сначала Азиз. ему поставил, а потом мне поставил. И что он хотел этим пистолетом вас куда? Может, их стрелим? А прямо в отделе полиции, Конечно. давайте организуем наши Конечно. называемые, да, Конечно. ковбои сделать. Конечно. Доставай пистолет. Может, их застрелим? Застрелим. Да. Ну сказал, застреляю. Я Вот сказал. если бы был Кавказ, говорит, ну попробуй. Ты же мужик сказал, застрели Да. мне. Я сказал, что давай. И почему не попробуем. стрелял сотрудник И полиции? обратно положил в кармашку и перевернулся туда. Пошел сигарету курил. Давай деньги, говорит. В Киргизии поступили в таможенный союз. Они сейчас оборзели. Мы сейчас Они говорят? сделаем, да. Сделаем сейчас. Вот они сделали их. А вот скоро Таджикистан тоже поступит в мае. А они тоже... А, вас были потому, что быстрее вошел Таджикистан в таможенный союз. Они Или как? говорят, нет, наоборот, против, наоборот. Чтобы против. киргизы тоже не были. Да, таджики Скажут, очень. Таджики Таджики не очень хотят таможенный союз, я сколько знаю. Да. А он так говорит. Пускай будет поступит в таможенном союзе, мы сделаем. То же самое вот. А, значит, мы вас ведем в состав таможенного союза, сказал сотрудник полиции. Да. А дальше вот это то, что у нас такие называемые формы изменений, дальше Да. будем продолжать. Дальше будем продолжать, да. Если сказали, они А сказали. не лучше вот всем собраться в один день, уехать на родину, как вы думаете? Вот каждый день, я говорю, вот столько, каждый день до 100 человек обращаются, нас избивают, нам деньги не дают, нам здесь плохо. Но мы все равно едем сюда. Почему сюда едем-то? Там рабочие места нет, правда? Чего еще там нет у нас? Не знаю даже, кому их жаловаться. Голодный человек, что будет жаловаться? Что будет голодный человек в Таджикистане жаловаться? Кому жаловаться? Никому. Деньги взяли, вот книжку поставили и сказали, одевайтесь, все в барахло собирайтесь. Они все наши телефоны, документы лежали на полу. Ихний курка тоже. А вы сказали, что у вас больной ребенок в Таджикистане. Да. А вы хотели, значит, отправить деньги Деньги, ребенку, да. А практически у вас были деньги. Потом как? Ребенку отправили что-нибудь? Нет. И до сих пор ваш ребенок в Таджикистане Болит. с вашей супругой говорит, когда вы отправите деньги. Конечно. А вы как это деньги заработали, скажите мне? Я долг взял у друзей, чтобы отправить. Потом Ну, вообще-то работал. работаешь, да, где-то? Да, да. Вот только начал работать. Долг забрали сотрудники. Да. Это что за страна, я тоже не пойму. Что за безобразие, я тоже не пойму. Все, я вас понял, хорошо. Мы напишем наше обращение, исходя с вашего заявления, отправляем жалобу в Преображенскую прокуратуре города Москвы. Неплохие люди в российской полиции предприняли какие-то меры по отношению к тем сотрудникам. И возвращать надо ваши деньги. Да. Тяжело будет возвращать ваши деньги, но это позор всем людям, которые в погонах, в частности начальника отдела, почему таких людей он принимал работу. А мы были в России, еще останемся надолго. Поэтому надо объединяться. Надо всем нам объединяться. Сразу в отдел полиции, даже по пути, звонок. Соглашение подписать, договора делать с диаспорой.
Когда приезжаешь, если кто приехал сразу присоединили диаспору, сейчас такого бы не было, правильно? Вас только бы не избили. И ваши деньги бы остались, в чем дело. И ваш ребенок получил бы те деньги, которые вы так давно хотели, мечтали, чтобы отправить на лечение же. И приобрести лекарства. Надо поэтому сейчас говорю, чтобы горячие линии должна работать круглосуточно. Передайте своим близким. مقصد که یا چورا بینن یا چورا بینن مقصد ما اومدیم که چیگون چورا بینن که مقصد دانش خیر پذاجت نکنن ما هم گفته که توجی که ما هم اینجا خورکنی اومدگی نه یه مو قرض داریم نه متهمیم اومدگی می کار کنیم مهنت حلال کنیم ریم نه یک نخلی و کلی مردم گیریم خریم